Российский паспорт. Чем это чревато для мигранта? Узбекистан. Назад в нулевые. За хиджаб и четки. В Туркменистане опять репрессии. В России не прекращаются рейды по местам концентрации трудовых мигрантов, которые начались еще в середине мая. Ни для кого не является секретом, что рейды проводятся с применением грубой физической силы, сопровождаются унижением чести и достоинства мусульман, оскорблением их святынь. Социальные сети переполнены различными скандальными видео с мест проведения рейдов. Врываться в мечети, в обуви. До этого в другой подмосковной мечети газ пустили прихожанам. Если не это нацизм, то какой он бывает? На фоне проблем в войне с Украиной у России появилась острая нехватка пушечного мяса, поэтому во время рейдов теперь выявляют не иностранных граждан, а наоборот, недавно получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет мужчин. Таких силовики сразу же забирают в военкоматы или же на месте вручают повестку в армию. Те, которые все-таки купили эти военные билеты, они, все равно картотеки личных дел есть. Я думаю, что рано или поздно вызывать и будет, если этот вопрос, конечно, выяснится. Так, 8 сентября в нескольких российских городах после пятничной молитвы в мечетях сотрудники полиции закрыли выходы и проверили документы прихожан. На видео, которое отправили читатели радио Азади, несколько мигрантов убегают от сотрудников полиции. По словам мигрантов, в последнее время полицейские рейды направлены на выявление новых граждан Российской Федерации. Таким образом, если раньше иметь российский паспорт было привилегией для мигранта, человек освобождался от уплаты патента и ему были не страшны проверки и рейды, то теперь российский паспорт стал представлять для своего владельца смертельную угрозу. Граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Наблюдатели отмечают, что таким образом на фоне череды неудач в войне с Украиной российский режим пытается одновременно как можно дольше откладывать мобилизацию, закрывая потребность в людях на фронте трудовыми мигрантами, получившими российское гражданство. Следует заметить, что кампания по принуждению мигрантов к войне путем унизительных рейдов широко освещается как в СМИ, так и в прокремлевских телеграм-каналах, активизируя националистические настроения у русского населения страны. Подобное разжигание ненависти, в свою очередь, привело к увеличению случаев травли в отношении мусульманок на улицах российских городов. Вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я что хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она какие вопросы? Лицо. И что? У нас это террористическая угроза может Послушай, быть, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан? В Ташкенте 10 сентября в здании Кабинета министров Узбекистана состоялось специальное заседание с участием глав государственных и общественных организаций, на котором обсуждался вопрос религиозной радикализации в стране. Об этом пишет Азадлик со ссылкой на свои источники. На заседании с участием премьер-министра Абдуллы Арипова и председателя службы государственной безопасности Абдусалома Азизова была выражена обеспокоенность по поводу роста религиозной радикализации в стране. Узбекский блогер и активист Миррахмат Муминов написал на своей странице в Facebook, что принято решение об убавлении звука азана через громкоговорители. Сегодня днем на собрании имамов города Ташкента состоялось обсуждение вопроса убавления громкости азана. Окончательное решение еще не принято, но имамам города было рекомендовано максимально уменьшить громкость и принимать меры, исходя из реакции жителей микрорайона, сообщил активист. The government exercises a certain degree of authority over all elements of religious life in Uzbekistan, but control over the practice of Islam is particularly strict and pervasive. Напомним, что 8 сентября Али Маджлис принял поправки в Кодекс поведения в общественных местах. В соответствии с новыми поправками за ношение никаба предусматривается административная ответственность. Также СМИ сообщают о проводящихся в Ташкенте рейдах на магазины с исламской атрибутикой и литературой.
а также на некоторые халяль-кафе. Кроме того, на рынках прошли рейды по выявлению мужчин с бородами. По итогам рейда владельцам ряда магазинов по продаже исламской литературы, парфюмерии и одежды, расположенных на улице Наваи, силовики настоятельно порекомендовали сменить исламские названия и убрать с витрин вывески на арабском языке. Buni jazo olmayotganni shaxsiy fikrimcha ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda bular jazo olmayotgan sababi bu buyruqlar ancha yuqoridan kelyapti. Endi qay darajada yuqoridan kelyapti bilmadim, lekin ancha yuqoridan kelyapti. Shu darajadan ular shu sababdan ular jazolanishdan qo'rqmasdan insonlar huquqlarini, ya'ni buzishyapti. Ular bu huquqlarni buzayotgan shaxslar xodimlar ular jazo olmasligini bilishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan qilishyapti va jazo olishmayapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab biz fuqarolarda o'zimizda ayb. Ya'ni biz haqqimizni yetarlicha talab qila olmaymiz. Пользователи соцсетей сообщают о рейдах против бороды и хиджабов и в других регионах страны. Публикуются многочисленные видео, снятые очевидцами с мест проведения рейдов. Председатель управления мусульман муфти Узбекистана Нуриддин Халикназаров поддержал кампанию, выступив с критикой так называемых излишеств в религии. Видео его выступления опубликовала пресс-служба управления. Ислам dinida azizlar ma'lum bir forma qabul qilinilmagan. Mumkin emas bu. Bu bitta millatning dini emas. Bitta iqlimga kelgan din emas. Agar hamma bir xil forma, bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bo'ladi musulmonga. Din mashaqqat emas. Din bu yengillik. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. Известный узбекский политолог Камалиддин Рабимов сравнил нынешний режим с режимом Ислама Каримова. К сожалению, Узбекистан возвращается к старому образу мышления. Опять развивается тенденция бороться с уровнем религиозности общества. Конечно же, такая оценка может не понравиться многим. Зачем говорить о проблемах вообще? Потому что по итогу такая политика создает только проблемы, банкротит государство, отбрасывает общество назад. К сожалению, государство не желает понимать и внедрять международные стандарты свободы совести и религии, написал он на своей странице в Facebook. Ba'zi insonlar aytadiki, mana qizim maktabga borib yuribdi, litseyga borib yuribdi, universitetga borib yuribdi, boshida ro'moli bor. Bizda unaqa muammo yo'q dedi. Ya'ni muammo toki bizani eshigimizni taqillatib kelgunigacha menga tinchlik bo'vergani yaxshi, mayli, boshqalarning boshida ekan deb yuraveramizmi? Qachongacha biz bunaqa bo'lamiz? Международная правозащитная организация «Форум-18» опубликовала обзорный материал, посвященный нарушениям прав человека на свободу вероисповедания в Туркменистане. Об этом написала «Хроники Туркменистана». В своем материале организация описывает несколько случаев, произошедших в 2023 году. Весной 2023 года сотрудники полиции и Министерства национальной безопасности допросили девушек и женщин в Балканском регионе, которые были набожными мусульманками. Особо тщательно допрашивали тех, кто носит хиджабы и другую одежду, считающуюся религиозной, или носит тасбих, исламские четки. В Туркменистане не работает закон. Если даже работает закон, то работает против своего народа. Диктаторский режим и его орда борется с теми, кто требует свои права и вообще с инакомыслием. Тогда же сотрудники МНБ в городе Мары несколько раз в течение месяца вызывали на допрос 60-летнего мусульманина. Полицейские требовали, чтобы он прекратил читать молитвы на свадьбах и поминках. Также в середине августа в Балканском вилаяте, в том числе в городе Туркменбаши, полицейские провели рейды в домах соблюдающих религию жителей. Они конфисковали религиозную литературу, включая книги о шариатском праве и хадисах, а также переводы Корана на русский язык, оставив только туркменские версии. Помимо этого, сотрудники МНБ задержали пожилого имама за то, что он давал детям уроки ислама. Полиция Туркменистана вот таким образом уже 30 лет сфабриковывает уголовные дела и сажать невинных граждан. Напомним, что Туркменистан считается самой закрытой и репрессивной страной в регионе. Периодически силовики проводят подобные рейды с целью выявления соблюдающих мусульман. Так, например, в 2019 и 2020 годах проводились рейды против носящих бороды. Кроме того, в мечетях страны во время праздничных намазов имам-хатыбы обязаны читать книги Гурбангулы Бердымухамедова. Различные правозащитные организации сообщают лишь о малом проценте такого рода случаев. Истинные масштабы происходящего с населением внутри страны неизвестны никому.
To this day, there are dozens of people languishing in Turkmen prisons, and their families have no idea where they are, or in fact, whether they're dead or alive. Несмотря на все это, так называемое международное сообщество уже 30 лет ищет взаимовыгодные условия сотрудничества с авторитарными режимами стран Центральноазиатского региона, закрывая глаза на преступления, чинимые ими, лишь изредка поднимая вопросы репрессивной политики властей региона, и то только ради оказания политического давления в своих личных корыстных целях.